Бурыт Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня я расскажу вам об очень важной и животрепещущей теме. Это сотовая связь и интернет в наших удаленных населенных пунктах. Вы знаете, что в основном мы сейчас занимаемся как раз населенные пункты от 100 до 500 человек. И именно в 2022 году мы должны построить 14 базовых станций для как раз устойчивого сотовой связи в населенных пунктах. Но голосование по этим 14 населенным пунктам шло в прошлом году. Я об этом рассказывал, и мы активно принимали участие. Итак, действительно 14 населенных пунктов, где в 2022 году будут построены базовые станции. Я их назову, потому что для всех очень важно услышать свой населенный пункт, о котором мы и на встречах говорили, ну и просто голосовали, переживали. Итак, городской округ Инта, село Петрунь, городской округ Усинск, деревня Захарвань, Усть-Илимский район, село Нерица и поселок Синегорье, Троицко-Печорский район, поселок Приуральский и село Устилыч, Усть-Куломский район, это поселок Белоборск и деревня Дзёль. В Усть-Вымском районе поселок Илешур, Кайгородский район, поселок Кою, городской округ Ухта, село Кедва-Вом, Ударский район, село Большая Пыса и деревня Сёль-Ип. Прилузский район, село Прокопьевка. Всего же в республике связь и интернет необходимо организовать в 112 населенных пунктах. И в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства работы запланированы до 2030 года. Но на всех встречах мы, когда встречаемся и прекрасно понимаем важность наличия в наших малых населенных пунктах и сотовой связи интернета, мы сейчас еще один пытаемся использовать вариант. Это, я тоже буквально вчера рассказывал, это программа социально-экономического развития Республики Коми. Вот она до 2026 года, и сейчас мы туда пытаемся погрузить вот весь этот блок по нашим 112 населенных пунктам, тем, чтобы все-таки до 2026 года, это значительно ближе, цифровое неравенство устранить. Ну и напомню, что в 2021 году в республике построено и запущено 7 базовых станций в населенных пунктах от 100 до 500 человек. Ну и кроме того, мы продолжаем совместно с Коми-филиалом ПАО Ростелеком улучшать качество интернета в населенных пунктах, где маленькая скорость передачи данных. В прошлом году увеличена пропускная способность передачи данных до 10 мегабит в секунду и существенно улучшено качество интернета в 6 населенных пунктах. Я тоже о них уже говорил. Это Кайгородский район, Сыктывдинский район, Ударский район и Усть-Куломский район. В этом году также будет проведена работа еще в 4 населенных пунктах. Это деревня Паромис городского округа Ухта, поселок Кемьяр, Сыктывдинский район, поселок Палью, Троицко-Печорский район и деревня Верхний Вылеп Ударского района. По вопросу улучшения и устранения цифрового неравенства на сегодня у меня вся информация. По эпид-обстановке. Мы очень интенсивно начали расти, я об этом говорил, что мы не будем исключения, к сожалению, и все меры, которые мы приняли предварительно, это и усиление амбулаторного звена, и работа по приему вызовов, увеличение количества колл-центров и количества операторов и переведение их на круглосуточный режим работы и так далее, обеспечение СИЗами, медикаментами. Все это, в общем, точно совершенно нам пригодится, потому что за сутки сегодня выявлено 623 случая. Ну, для нас это просто очень много, но, к сожалению, это на этом не остановится, мы будем расти.
Ну, вчера, напомню, было 449. Это к вопросу, что до сих пор мне задают, пишут в телефоне, задают вопрос, а у нас что, есть ковид? Ну, уважаемые жители республики, к сожалению, у нас не просто ковид, а волна ковида. И, конечно, сегодня вся система здравоохранения переводится, ну, по сути, на такой военный режим работы, потому что такой объем, вот даже сегодня, 623 одновременно новых случая, это, конечно, очень серьезная нагрузка. Но, повторяю, к сожалению, это не конец, это только начало. Чтобы вы понимали, Сыктывкар 200, Ухта 200, ну, я округляю, но в принципе, Воркута-Усинск по 36, ну, в общем, это то, что у нас, вы помните, на 9 января у нас было всего 70 случаев всего по республике, да, то сегодня мы имеем вот такие превышения по большим нашим городам. По развернутым койкам хочу сказать, что мы пока не добавляем койки, потому что при таком вот значительном увеличении амбулаторных обращений у нас, конечно, подросли койки. Да, мы на начало, опять же, месяца января имели уже там и 600 коек занятых, а сегодня у нас 857, вчера было 798, то есть мы по койкам тоже растем. Но пока вот нам 1243 коек развернутых достаточно, поэтому сегодня, наоборот, все силы бросаем именно на поликлинику и на скорую помощь, на их усиление. Вернусь снова к заболевшим, 623 случая, при этом всего вот в этом количестве 19 человек было привитых, то есть 19 человек заболевших, они привитые. При этом у них, в большей части, 12 человек, это амбулаторное течение, только 7 госпитализированных. Теперь по вакцинации. По вакцинации у нас полностью завершили вакцинацию 400 933 человека. Ревакцинация 70 471 человек. Вакцины у нас более чем достаточно, но, к сожалению, у нас сегодня 4 человека умершие. При этом, опять же, акцентирую ваше внимание на том, что среди умерших от ковида нет ни одного привитого. Все-таки мы снова и снова возвращаемся к тому, что, конечно, привитой человек защищен как от тяжелого течения заболевания, даже при том, что человек может заболеть, и мы об этом уже не раз говорили, так и от тяжелого летального исхода. Поэтому, уважаемые жители республики, берегите себя и не забывайте, кому подошло время ревакцинации, обязательно ее проводить. Кто еще не вакцинировался, конечно, нужно вакцинироваться. Всего вам самого доброго, постарайтесь избегать большого количества скопления народа. Ну и если это необходимо, тот же общественный транспорт, мы знаем, что, к сожалению, что часы пик в автобусы на некоторых маршрутах бывают действительно переполнены, значит, обязательно меры безопасности, это маска и перчатки. На сегодняшний день вся информация. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.